Районный суд арестовал Карамата Джаборова. Караматулла Джаборов. Карамат Джаборов. О коронавирусе в московском метро. Это пока только мера Карамат пресечения. Джаборов. До суда Задержан можно один из представить, каким будет сам приговор, если даже на время следствия его не стали оставлять на свободе. Обвинение Ребятам аргументировало грозит арест до тем, что 5 у лет пранкера нет лишения московской свободы. прописки. Братья Далик, М5, Парвиз, Акайдо Дыходо совпадали на эту статью. Кара, салам алейкум, рад еще Ва алейкум раз. салам. Поздравляю тебя с выходом. Очень рад тебя видеть. Взаимно, душе, Очень взаимно. круто, то, что ты вышел. Фу, альхамдулилля, Прям реально душе, искренне рад за себя. Радуюсь, брат. Блин, мне не терпится задавать вопросы. И я думаю, что многим людям тоже интересно, как все это начиналось. Мы сейчас по ходу дела будем тебе задавать вопросы. И я надеюсь, что ты искренне на наши вопросы ответишь. И людям донесем, как все это начиналось, как ты там был, сидел, находился и так далее. Без Давай проблем, начнем, без проблем. брат, с первого вопроса. Первый вопрос. Многим интересно, откуда ты, где родился, где вырос. Расскажи в двух словах. Вот это хороший вопрос. Сколько интервью взяли, никто об этом как бы не спрашивал. Я сам родом из Таджикистана, город Вахдат, республика Таджикистан, город Вахдат. Родился я в небольшом, как сказать, небольшом городке, ну, кто знает, где Вахдат находится, оттуда я. И Это бывший орджинзавод. да, бывший Я, очень кстати, забыл. тоже И также там жил. Кафарнахан называли, как бы. Ну, такой криминальный город, да, короче. Понял тебя. То есть ты родился в Таджикистане, Я родился в Таджикистане, город Вахдат, город небольшой Вахдат, город. да, Когда ты в Россию приехал? В Москву? В Россию я приехал в 13 году, с 13 года вот до сих пор я в Москве. Мгм. То есть с 13 года ты в Москве, а когда начал интересоваться блогерством? Честно, я даже расскажу, с чего, кто меня мотивировал. Мотивировал меня Хиза, Литвин, Эдвард Билл, потому что я очень часто смотрел их видосы. Я смотрю, блин, вот то, чем они занимались, я их клянусь, я каждый день этим занимался, но без телефона. Я сам такой человек веселый, ходил по торговому центру с пацанами, там прикалывались, там знакомились, как бы, да, и думаю, почему бы, как бы, да, вот у них идет все по кайфу, они по кайфу живут, а где-то, блин, я в настройке работаю, хотя я живу вот так, как они снимаются. И думал, короче, я возьму, короче, сниму. И как-то начал снять, и у меня получилось, и мои видосы, как бы, начали, как бы, мои видосы выкладывать во всех, Залетать, да? очень, во многих группах, как бы, таджикских группах, начало, короче, залетать. И мне по кайфу стало, это мне дала мотивация, да. И MC5 постоянно мне звонил, говорил, брат, открой себе YouTube, там можно, как бы, зарабатывать, брат. А я работал, да не, мне так, это мое хобби, как бы, да. Я чисто- MC5, это сейчас M5 рэпер, да, наш? M5, Он да, тоже M5, тогда был да, блогером, да? Да, он сейчас блогер, как бы, он там что-то сейчас снимает, очень хороший парень. И в итоге он мне сказал открыть себе YouTube канал, в общем, открыл себе YouTube канал и всё, начал этим То есть ты до заниматься. этого работал на стройке? Не, я сперва, я как приехал, я работал на стройке, потом уже в конце, перед тем, что меня посадили, я работал барменом и кассиром в кафе «Мангал», это рядом, как бы, это в Москве, в центре. В центре Москвы. Да. Потом начал здесь работать. Окей. Спасибо за ответ, брат. Пожалуйста. Следующий вопрос. 2 февраля 2020 года, перед всей этой шумихой, ты первый человек, который пострадал от коронавируса, но не в прямом смысле этого слова, да, но официально, как скажем, так скажем, зарегистрирован. Не было, да, в России Да, не не было, было. да. И ты навел эту шумиху уже, да? И расскажи, каково это было, и сразу можешь рассказать этот день, прям вернуться туда, эмоции свои, рассказать, как все это было, кто вообще придумал эту идею. И рассказывай, брат, открывайся. Так, я вам скажу, как. Короче, получается, сижу, 1 февраля работу закончил, поздно пришел домой, где часов 11 вечера домой пришел.
И думаю, короче, завтра выходной, так как я работал, да, мне очень редко выходные давали, я одну выходную брал и начал снимать видосы, потому что от Ютуба, от этого все я деньги не зарабатывал, а мне нужны были деньги, из-за этого я работал, допустим, 2 недели работал, одну выходную беру, обычно люди берут выходную, чтобы отдыхать, там кто-то кайфовать, что-то, а я нет. Я брал выходную, заранее, короче, делал планы, да, и я планировал в этот день, короче, 1 февраля вечером я планировал снять соцопрос. Я снял ее, соцопрос насчет коронавируса, узнавать, люди боятся, не боятся этого вируса, все дела. И получается, я для этого писал Далику, Далик это очень близкий друг, который всегда мне помогает в этом. У меня нету ничего, и до сих пор нету ни телефона, как бы, да, какого-то хорошего, ни камеры, ничего. Я звонил Далику, говорю, Далик, говорю, брат, у меня вот такая идея, есть возможность помочь мне. Он всегда, короче, вот, никогда не отказывался. Да, говорю, без проблем, брат. В итоге приехал Далик, мы сняли ролик, соцопросы сняли, ну, узнавали, как люди относятся к этому, как бы, да, и, честно, в тот момент все халатно относились, люди вообще не боялись, все ходили без маски, и вот после, вот, сняли в этот же день этот ролик, и такой у меня в голове такой план, короче, надо социальный ролик снять, и такой думаю, короче, что надо делать, и, в общем, посидел, подумал, как все, и решил, что снимем, короче, этот ролик в метро, и будем узнавать, да, допустим, вот, например, да, я скажу, вот я человек больной, да, даже не от коронавируса, например, у меня сердце болит, если я упаду, ну, мало ли, там люди, получается, будут убегать, ну, не будут помогать, да, мы этого хотели посмотреть, что люди помогут, там, больного, да, не то, что больного коронавируса, вот любого больного, который падает, да, помогут или нет. И в итоге, короче, мы все обсудили, все, поехали в метро, сели, и там, ну, для этого корейец, как бы, да, там, ну, хотя многие говорят, якобы я там падал, но так-то, там-то не я падал, там падал кореец, там даже видно, как бы, узкоглазый, как бы. И, в общем, все обсудили, он пошел, там, начал кашлять, и люди уже, такие, типа, когда он начал кашлять, люди уже так начали на него смотреть, он уже Извини, понял, что перебиваю. Ты в этот момент, когда снимал этот ролик, ты видел до этого, помнишь, видосы появлялись, как в Китае люди падали, вот так вот у них лихорадка была, и это видео стало очень популярным в России, и люди реально боялись, да? Ты понимал, что сейчас вот как раз-таки хайп этого момента, когда люди реально могут понять и испугаться, напугаться, то, что ты вот закашлял, там вот у этого чувака, да, вот сейчас к этому еще вернемся, к этому чуваку, который, где он находится, да? И ты не думал о том, что это может быть проблемой из-за того, что сейчас как раз-таки начинается вот этот хайп, волна коронавируса. Не, честно скажу, в тот момент, когда бывает же, голова такая горячая, мы там думали, да, мы даже не думали, что там люди будут бояться. Мы вообще думали, что никто, короче, никто даже не будет смотреть, что мы делаем, да. Думали, сейчас, короче, так будут смотреть, или если кто-то подойдет, поможет. Если нет, уйдут, как бы, да. Ну, реально, мы не думали, что настолько вот такая шумиха будет. И в итоге сняли, сами все увидели, как бы. Ну да, там видно, что на видео люди реально испугались, да. Хотя люди говорили, начали что убегать. Да, хотя говорили, что не боятся, хотя все ходили без маски, да, значит, они все-таки верили, что есть этот вирус, как бы. Ну да, и опять же, да. это видео просто из Китая. Там вообще из Китая были какие-то другие видосы, которые стали вирусными в России. Это не из-за коронавируса. Я когда узнавал, что это не из-за коронавируса, а из-за другой болезни, люди просто лихорадка, старые видео, кто-то начал продвигать начали это, показывать, начали показывать. Вот. И это метро, кстати, 905 года было, да? Это специально вы там снимали? Это просто спонтанно? Не, я даже так скажу. У нас даже в планах было не то, что мы-то тоже не глупые, как бы, да, мы этим занимаемся давно. Мы сперва посидели, договорились, что найдем станцию метро, чтобы там не было детей, чтобы без детей, без старых, без беременных людей. Мы зашли с метро ЦСКА. Если мы зашли с метро ЦСКА, мы вышли с авиапарка, торговый центр авиапарк. И вот так мы доехали до метро улица 1905 года. И там мы уже посмотрели, что нету людей, больных, старых. То есть вы каждую станцию проверяли, конечно, чтобы не было... Мы оттуда, с ЦСКА до сюда добрались и подходящий вагон нашли, где даже молодые в основном. Даже там были земляки, которые узнали меня. Я честно говорю, даже были земляки, которые узнали меня. Я говорю, тормозите, короче, мы видео снимаем, не парите. То есть на момент этого видео у тебя была достаточно уже какая-то аудитория в Инстаграме, да? Была, да, аудитория. В Инстаграме, я не знаю, в Инстаграме где-то, наверное, 30 тысяч было. 30 тысяч. А на Ютубе у меня, я же недавно начал, в тот момент, когда я начал это делать, месяц даже не было, что я начал Ютубом заниматься. Но у меня, я тебе говорю, у меня вообще... как по маслу шло, да. У меня 10 тысяч подписчиков,
Мои видосы набирали по 800. Есть даже видосы, которые больше миллиона, как бы, да. У меня очень хорошо шел, и это меня больше всего мотивировало, как бы, да. И даже все блогеры, наши блогеры писали: эй, ты что, как ты это делаешь, у тебя там нет ничего подписчиков, да, у тебя там прет, типа, раз накручиваешь, да, я говорю, даже ты не разбираюсь. То есть ты это делал, сейчас очень многие делают подставы, да, постановы, там какие-то хотят вывести эмоции. То есть ты это делал искренне? Конечно. То есть это было все реально? Если бы это была бы постанова, честно, я бы даже вот сейчас, после того, что я попал туда, да, я вот так думал, лучше бы сняли бы постанову. Если мы бы сняли постанову, нас бы не посадили. Все, кто снимает постанову, их не сажают, потому что это постанова, на них никто ничего не говорит, потому что это между собой разыграли ролики и все. А у нас мы как бы, ну, вот сколько видосов мы, которые сняли, мы ни одно видео, короче, постанову не сняли. Но если снимаю, знаю. Смотри, брат, вот вы отсняли ролик, ты увидел эти реакции людей, твои первые эмоции после того, как все разбежались, вы вышли, убежали, о чем ты подумал? Первые эмоции были такие, мы уже там начали говорить людям, что это как бы, ну, начали социальный ролик, да, мы уже отключили. У нас видео как бы именно этот момент, даже минута там нету, где люди убегают. И дальше мы отключили камеры, как бы, да, и начали людей успокаивать. Все, это как бы, это розыгрыш, никто не болит, ничего, мы извиняемся, все. И не было никакого разговора. 6 дней прошел, короче, все было тишина, вообще никаких разговоров. Все это, короче, началось, даже заявлений на нас не было, и до сих пор нету, даже милиция даже не пришел. Не было ничего, я же вам говорю. Все было хорошо, никто не боялся, никто не испугался, никто не падал, да. Просто люди увидели этот момент, думали, лучше, короче, выходить. Этот момент увидели, думали, лучше выходить. И даже никто не упал, даже один человек даже не упал. И в итоге получается, никто не упал, ничего, ну, сами видели, что было. Но у тебя же был выбор, ну, у вас тогда еще компания была, да, мы еще к этому вернемся чуть попозже, компания ребят, которые с тобой находились. У вас же был выбор. То есть после того, как ты увидел реакции людей, у тебя был выбор не выкладывать это. О чем ты думал, когда ты выкладывал это видео в Инстаграм? Ты думал, не будет такого резонанса или что? Не, сперва даже у нас не было как бы такого там. Кто выложил это видео? Ты сам? Типа выбрать или не выбрать, как бы, да. У нас, я же говорю, опять же, у нас была мотивация, мы даже говорили, что это социальный ролик, как бы, да. Мы проверили реакцию людей, все дела, как бы, да. Но это люди, наоборот, поняли как пранк, как бы, да. Очень многие это сказали, это пранк, это пранк. Хотя даже можно смотреть у других блогеров, да, которые хуже, я вам отвечаю, хуже, которые приходят, поднимают, трогают. Мы никого пальцами трогали. И в итоге так. И у нас хотя социальный ролик был. Не, честно, как бы, что было, то и было. Я имею в виду, вот когда ты выкладывал это. Ты сам выложил это? Или это кто-то еще выложил? Не, у тебя на странице это выложил? Это было у меня на странице, То есть пришли же к тебе после видео? Если бы ты не выложил видео, получается, не, к тебе я не выложил, пришли? Может, да. Да, ну, то есть это бы никто не узнал да, об этом? так и было бы, да. Но мы-то не знали, что придут. Если мы знали, что придут, если будет такое, мы бы... Ты в жизни как выложить думал, что он может что-то такое быть? Ты даже не думал? Я даже не думал, что вот такого будет. Я думал, что даже никто его не посмотрит. Я думал, там, как обычно, будет 10-20 тысяч будут смотреть, как бы, просмотров, и все. Ну, я так думал. Хотя, опять же, мы выложили это видео через час удалили, но это видео как-то распространялось, как бы, да, по всяким группам. Инстаграм удалил, да? Не, YouTube. А ты в YouTube это выложил? Да, у меня же YouTube. То есть ты не в Инстаграме, а в YouTube это выложил? Не, я в YouTube. И после YouTube сам удалил через час? Через час, короче, YouTube час же это проверяет, как бы, пока это проверялось видео, да, она набрала, не знаю, уже не помню, ну, нормально уже начала набрать. И ровно через час нарушение, как бы, да, и удалилось видео. И все, как бы, удалилось видео, думали, блин, ну, удалилось, и все, жалко, короче. И все, даже об этом не думали. Проходит 2-3 дня, короче, и начинает это видео, короче. Везде, короче. Везде. Сперва начали, короче, ВКонтакте выкладывать, потом в Телеграме, потом в Инстаграме. Потом уже, когда начали это видео, начали видеть, как я их называю, журналисты, СМИ, короче, все это дела, короче. И после этого начали уже типа на нас дело висит. Хотя там через сколько дней после этого видео все уже пришли? Второго, смотри, я тебе скажу, что было. Второго, короче, мы выложили, 6-го уголовный розыск мне звонил. Нашли твой номер и позвонили с ними? Да, потому что этих двоих парней, которые со мной были, к ним один день
до того, что меня звонили, к ним пришли, эти дали, короче, мои цифры и где я работаю. А я не работал уже, тот день у меня выходной был. И получается, они звонят, говорят, так и так, уголовный розыск, все дела. Я говорю, в чем проблема, как бы, ну, вот так, на вас жалоб из-за вот этого ролика. Я говорю, что надо делать? Если сможете, приезжайте. Все, я говорю, без проблем, как бы, да. У меня даже в мыслях... сам поехал, Конечно, у меня в мыслях не было, что за такое посадят. Я поехал, я думал, сейчас пойду, там, объяснение напишу и все. Ну, обычно, да, типа, мы никого не трогали, мы между собой разыграли ролик. Ну, мы как актеры, как эти, сняли и все. И получается, я поехал, они сами сидели там, ну, веселились, им самим даже было смешно. И в итоге потом уже стало совсем не смешно, уже типа все, тебя закрываем. И все, меня отправили на ИВС в тот же день. В тот же день, да? Да. Давай еще вопрос задам тебе, завершающий именно эту тему. Вот мне интересно, жалеешь ли ты после всего, что произошло, ты вышел, жалеешь ли ты о том, что ты сделал? И если сейчас вернуть назад время, зная все, что вот сейчас вот так будет, повторил бы ты вот все, что ты сделал? Вот хороший вопрос. Нет, конечно, я бы в жизни этого не повторил бы. Если реально вот так можно было время, короче, назад вернуть, как бы, да, я вообще перестал бы, короче, видос снять, не то, что вот именно этот ролик. Потому что, вот сами понимаете, я гражданин другой страны, я приехал сюда, я с единственной целью приехал сюда, не то, что заниматься вот этими блогерствами. Я даже, когда в 2013 году я сюда приехал, у меня этих мыслей не было. Я даже никогда в жизни я не думал, что я стану блогером. Я сам-то, как считают меня известным, как бы, да, никогда в жизни я этого не думал. Я приехал, у меня даже в этих мыслях не было. Так-то нет, конечно, я очень жалею. Ты меня повторил, да? Нет, конечно, я очень жалею, да, я когда еще сидел в тюрьме, да, я каждый день думал об этом, зачем я это сделал. В тюрьме, хотя мне было по кайфу, я даже скажу. Я тоже вернемся к этому вопросу. Да, мне было по кайфу, потому что, я же говорю опять, если ты на улице хорошо жил, если у тебя есть, как сказать, уличный опыт жизни, да, я в том смысле там с пацанами, как бы, да, как вести себя, как жить, с этим у меня все шикарно, потому что, опять же, вот там, где я родился, и улица, где я живу, как бы, этот город, где я живу, там все пацаны, короче, проходили какие-то такие жесткие трудности, да. Из-за этого с этими совсем у меня было все хорошо. Я приехал, меня хорошо встретили. Я приехал, отвечал, меня хорошо встретили. Все, кто узнавал, короче, я этот же, короче, блогер, и ко мне относились хорошо. Все, пока ничего не говори, поэтому задам вопрос. Еще момент, брат. Ты понимал, что тебя посадили не просто так? Не просто так, к чему я это веду? Здесь был такой политически тонкий момент, что, например, когда ты это сделал, так как это уже распространилось в СМИ и все начали это обсуждать, то если бы тебя тогда не закрыли, то это бы начали делать другие ребята. И, то есть тебя не посадили, значит ему можно, мы тоже это будем делать. И в этой теме снимали бы много роликов. Тебя посадили, как сделали пример другим блогерам, что вот если вы будете это снимать в этом плане, в этой сфере и будете затрагивать именно корону, то вас посадим. Ты понимал, что это вот реально специально сделали, чтобы было показательно для других? Честно, поначалу я так думал, потому что я не знал закон. И когда мне совсем делать нечего было, я иногда брал кодекс, как бы, да, читал. Я читаю, как бы, да, мои действия, честно говорю, мои действия как-то, они совпадали на эту статью. Я читаю, допустим, там написано 213 статья, как бы, да, 213 статья грубое нарушение общественного порядка. Там разные пункты, как бы, да, пункт А, там с оружием, пункт Б, там со взрывчатками, допустим, если ты взрывчатками пугаешь, как бы, людей, да, и пункт В во всех транспортах, да, короче, если нарушаешь, если делаешь какое-то грубое нарушение в каких-то транспортах, да, получается, будет 213 статья, часть 2 и пункт В. И, в общем, читал кодекс, уже я смирился, думал, виноват. А почему других тогда не посадили? У тебя же там, сколько у вас человек было тогда?
Ну, 3 человека. 3 человека. Мне не нужны имена, но именно 3 человека что стало с этими людьми, которые были с тобой? Почему их не посадили, а именно тебя посадили? Вот, честно, Когда ты говоришь, что ты вот лежал человек, который там, у него типа лихорадка была, это вот кореец, ты говоришь, да, или там другой человек, да? Да. Почему его не посадили как участника, да, а именно тебя посадили? Я честно сказать, как бы, да, там много чего было, но я не хочу это сказать, потому что, ну, там есть такие личные моменты, как бы. То есть, получается, такие моменты, мы политику не трогаем, такие моменты, мы политику не трогаем, мы трогаем именно этих ребят. Получается, эти ребята тебя подставили. Не, я бы не сказал, подставили, как бы. А почему они позвонили, они тебе сразу твои... То есть, я думаю, что здесь была такая основная причина, то, что ты выложил к себе на канал, может, это была причина. Ну, может, это тоже. Честно, я не хочу об этом говорить. Я виноват, я был виноватым, я признал свою вину. Я по закону, как бы, я сидел свой срок достойно, как бы, сел свой срок. Я, честно, я пожалел, как бы, о том, что я сделал. И я уже в тот день, я уже пожалел, когда меня уже подтягивали, я сперва не понимал, потом я уже понял, когда уже был, как сказать, был один, как бы, да, когда был один, на нарах, короче, лежу, короче, первые 10 дней я в основном я один, короче, лежал на инвейсе. Я такой лежу, и только баджет, и только со свободы, и на улице столько суеты насчет тебя идет, да, столько всего насчет тебя идет, и ты сидишь, и я думаю, блин, что там происходит, как там мама, короче, да, как там тетя, как там отец, что они думают, как они, я уверен, что они переживают за меня, да, естественно, потому что, блин, я больше всего, я думаю, что... опять же говорю, я говорил и всегда буду говорить, я за себя, вот честно говорю, за себя, я вообще ни капельки не переживал. За себя я капельки не переживаю, потому что я молодой парень, как бы, да, я спортсмен, я молодой, я любые трудности, да, как говорится, Аллах не дает, как бы, испытания, которые человек, как сказать, Аллах не дает испытания, которые человек не сможет его пройти, да, слышал, может, такое? Ну да, это не просто так, по-другому, да. Все испытания, которые даются, это не просто дается, так. да, Всевышний Аллах дает любые испытания, которые человек должен в силе пройти. Конечно. И я думаю, это такое испытание только для слабые, меня. да. И это испытание для меня было, я его достойно прошел. И я очень много, короче, у меня друзей, да, очень много хороших людей, я познакомился с очень многими людьми. Братья, вот, я уверен, что вот кто из вас освободится, да, вы смотрите меня, дай Аллах вам всем, короче, здоровья. А те, кто сидят, я знаю очень много, наших тоже очень много, как бы, да. Я им желаю сабра, да, желаю сабра, крепкого имана. Я знаю очень многие люди, которые там верующие и молятся, так как я сам там был, так как сами, как бы, молились, да. Я знаю, эти люди, все, что вот там, их, кто кражей занимался, кто чем бы ни занимался, да, они все люди, да, они все делают ошибки, они все, короче, молятся, все просят у Всевышнего прощения, да, дай Аллах им, как бы, да, скорейшее освобождение, чтобы они быстрее вышли, чтобы они вернулись к своим родным и близким. Потому что, когда я освободился, я видел, как моя семья была радостна, как моя семья, как бы, радовалась. Я вот, честно, вот за меня, клянусь, как бы, вот, не то, что вся Таджикистан, да, вот, Узбекистан, Киргизстан, все, кто меня знали. Ты такой резонанс сделал, и брат. все за меня, клянусь, Конечно, были ради. переживали. И все до сих пор мне пишут. Вот прошел сегодня какое число? 10 сегодня? Да. 10. 6 дней прошел, все еще мне пишут, как бы, все еще мне поздравляют, что я освободился. Все зовут в какие-то места. Пойдем там, короче, пойдем туда, там, стол накроем. Только позитивные эмоции. Позитивные эмоции, да. Нет, вот я вышел, отвечаю, никто, как бы... Так, в итоге, брат, заканчиваем вопрос, который я тебе задавал. С этими ребятами что-то случилось? У них какое-то административное нарушение, штраф, что-то было? Не, почему? Эти ребята тоже свои 40 получали, но им дали по 2 года условного. Условно. Да, по 2 года условно, да. Они все тоже, конечно, они тоже все по закону, короче, перед законом все одни, как бы. Нет такого там. Ну все, я просто думал, что они просто ушли. Они тоже им дали по 2 года условно. По 2 года условно, да. Ну все, понял. Следующий вопрос, как раз ты сейчас об этом сам рассказывал. Ты сказал, что тебя очень круто восприняли, да? Вот я человек, который очень... У меня такой большой страх с детства не попадать туда, да? И у каждого человека есть страх не попадать туда, потому что там как будто что-то, знаешь, вот очень плохое место, ну как бы, вот страх не попасть туда.
Вот расскажи, как тебя приняли, что там было вообще, как ты жил, как твой день проходил, рассказывай, брат. Меня, как говорится, меня приняли блестяще. В музей музей космонавтики. Уже знали, что ты вот так это натворил, да, и уже все. Меня встретили, братья меня встретили блестяще, как бы, да, в музей космонавтики был. Да, я шучу. Не, встретили меня хорошо. И мне было там хорошо. Там я говорю, да, не базар, я не хочу, чтобы кто-то попался в тюрьму, да, тюрьма это не хорошее место. Но опять же говорю, во всех фильмах показывают тюрьму, вот это все там беспредел. Нету такого. Там сидят, я даже тебе скажу так, там сидят люди, допустим, вот в одном камере, да, в одном хате, сидит, допустим, вот я сидел на общаке, 22 человека, все порядочные люди. Если какой-то непорядочный, да, допустим, порядочный, в том смысле, если есть какой-то, смотри, если есть какой-то негативный человек, который постоянно кого-то бьет, там, во-первых, не дают, чтобы ты кого-то избил, слабого, да, там нету, там все в основном все равны, как бы, да, в основном все равны. Нету там такого, вот я сильный, да, чтобы я слабого, короче, там, огорчал, да. То есть там не унижают, вот нету вот этого, то, что рассказывают, что один, короче, есть лох, которого унижают, он моет полы, он ну, смотри, как бы, этого все нету. Насчет полы, как бы, там другая история, да, ну, а так нету там лох, не лох. Что делают вот с насильниками, брат, которые вот попадают? Насильники, они не сидят, в основном их отдельно держат. Да? Они в общаке не сидят? Не, они в общаке не сидят, их отдельно держат. Поэтому, я же говорю, все сидят нормальные, хорошие парни, адекватные, которые все понимают. Там даже материться нельзя. Я тебе честно скажу, там даже если ты будешь материться, не то что материться, вот мы с тобой общаемся, да, и у нас между нами какая-то агрессия пошла, я начинаю у тебя голос повещать, как бы, да, и за это могут, короче, типа, не тот человек, с кем ты общаешься, если он слабый, я на тебя, типа, ты слабый, я на тебя начинаю газовать, как бы, да, там есть, опять же, старшие братья, которые скажут, ты давай, как бы, да. Успокойся. Да, успокойся. Нет такой, там, нации, не нации. Хоть даже я не русский, да, все не русские, я один русский, как бы, да, если на русского будут все газовать, как бы, не, типа, сказать, тормози, как бы, да, ты что из себя, короче, представляешь, как бы, все, нет такого. Там все хорошо, я же говорю, там все хорошо. Опять же говорю, не дай Аллах, чтобы там кто-то попал, да, не дай Аллах, я Ты сидел, получается, почти год и 7. Почти 2 года. Ну, почти 2 года. Вот больше всего ты, когда сидел, о чем мечтал? Вот какое большое желание, вот ты там сидел, чего тебе там не хватало, и какое большое желание было, кроме того, что выйти подышать свежим воздухом, быть на свободе, да? Это понятно, что каждый, мне кажется, кто там сидит, этого хочет, да? Конечно. Это свобода, когда ты сидишь замкнутый 24 часа в одном помещении, это понятное дело, хочется свежего воздуха, да. А вот кроме этого, чего ты хотел? Вот твое большое желание. Вот я сидел, я честно скажу, да, я я отвечаю, я вот сидел, больше всего, я же говорю, опять же, больше всего, я кроме семьи, как бы, да, я там не мечтал, вот, я выйду, короче, там куплю там чего-то, подниму, все дела, клянусь Аллахом, не было у меня этого, да. У меня в мыслях только было выйти, увидеть родных, как бы, позвонить и, встретиться с ними, да. А так как я немножко в долгах, как бы, да, мне чуть-чуть поработать, пару месяцев поработать, как бы, да, и уже спокойно домой поехать и быть рядом с семьей, как бы, да, рядом с семьей, рядом с близкими, да, и как-то так. Понял. Важный вопрос. Я сейчас подниму важный вопрос. Я сам следил за этой ситуацией, и я видел, что очень большое количество наших таджикских блогеров тебя поддерживали. Вот должен был это вначале сказать, да. Перечисли, вот, я знаю, что это 220, это Доди Худо 220. Я вот сейчас, я могу кого-то забыть. Ашуров я видел сам лично. Что за Ашуров? Рустам Ашуров, знаешь его? Лысый? Это сейчас отдельно, да, Рустам Михайлович, но... Не, его оставьте. Подожди, но сейчас его мы затронем. Я честно насчет него я не хочу. Но он тебя поддерживал. Я смотри, брат, смотри, вот человек, который поддерживал, да, опять же, от души ему то, что он поставил этот видео. Но я как блогер, как бы, да, я знаю, если человек, который хочет помочь, он ставит карту или звонит моим родным, говорит, там, чем помочь, да, допустим, да. А там то, что Рустам говорит, да, хотя я его до этого уважал, все его ненавидели, я говорю, я с ним встретился, мы с ним
пловчик покушали. Я всегда говорю, что он хороший парень. Все, кто я там начал с ним видео снимать, еще в Таджикистане, и моя аудитория начала говорить, ты там не нашел человека, как бы, да. И многие из них даже начали отписаться от меня. Клянусь Аллахом, то, что я с ним, короче. И я говорю, он нормальный пацан, говорю, да. Скажи, почему у тебя мнение изменилось? Ну, мнение изменилось, потому что, я же говорю, опять же, ты сам занимаешься этим, ты знаешь блогеры, все дела, ты даже сам прекрасно знаешь, что если он хотел бы помочь, он бы сделал все это по-другому, да. Это во-первых, теперь смотри, он бы ставил карту, например, да, сказал, вот, братья, хоть по 10 рублей. Я, например, опять же говорю, да, я не был в курсе от всего этого, да, это Далик в основном как бы там со всеми общался. Ты вот, я так понял, что ты не очень хорошо к нему относишься. Расскажи, почему. Я не говорю, расскажи в целом про блогеров, которые тебе помогли. Смотри, я не говорю, что я к нему плохо отношусь. Я к нему как же относился, так и отношусь. Но ты так как говоришь про поддержку, да? Он просто выложил видео, сказал, отметьте, все дела, короче, хайпанул, подписчиков набрал, как мне сказали. Я же, опять же, я сидел, как я вышел, как мне сказали, как это все происходило. Он не ставил ни карту, ничего. Ладно это. И плюс к тому, плюс к этому, ко всему, короче, да. Ну, есть еще момент, то, что ему писали, как бы, от меня, да. И он читает, короче, и говорят, что там, помогли. Типа, он подтянул Литвина, короче. Вот как раз таки, вот сейчас он поднял тему Шумиху, опять же, смотри, чтобы Шумиху он поднял, да, ответить. Шумиху он поднял, чтобы меня помогли. Салом алейкум, ачосозен хубен. Хаматун дазур амад ки друз пеш илтимосном када будам насчет Карапранк, овози мора гуш кардан, инна Литвин джавоб дод. Привет. Скажи, пожалуйста, что мне надо конкретно сказать? Вот. В какой ситуации он сейчас находится? Он под заключением сейчас? Или, я не знаю, там, под домашним арестом? Что сейчас вообще происходит на данный момент? Какая ситуация? Что нужно сказать в истории, чтобы от меня была какая-то польза? Скажи, пожалуйста. Инна. Ну, 6 миллион. В общем, айшмо чил тимос каданим бачуинами видеора хоз тагжда болитина отмечат мекнем барой ки контргай связь гумшит мефаун. Тема про Литвина, брат. Вот это Он другое, да. ответил Рустаму Ашурову, но через какое-то время он перестал выйти на связь. Кто перестал Литвин. А ты откуда знаешь? Ну, потому что я сам видел, что я видел видео, когда Литвин ответил Рустаму. Ты видел видео, смотри, ты видел видео. Ты же не знаешь, что там дальше было. Я не знаю, расскажи, тебе рассказали, что рассказали. Мне тоже, ты же больше знаешь, честно, как бы, да, мне тоже интересно стало, да, этот момент, допустим, да. Он ответил, он сказал, чем помочь, все дела, короче, да, бла-бла-бла, как опять же, бла-бла-бла. И в итоге все, тишина дальше. И такое, и многие люди мне говорят, знаешь, а может он там помог, может он там деньги дал, короче, да. Я говорю, я вышел, я говорю, не знаю. И писали, как бы, да, точнее, Рустама, как бы, да. Я сам лично писал. Читал, не отвечал. И я такой, у меня, думаю, что делать, как бы, я же не буду с ним ругаться за это, то, что он меня не отвечает или что-то. Писал, не ответил, все, расход дал, как бы, и все. А насчет Литвина, что скажу, как бы, да. Литвин, если ты меня видишь, короче, да, как сказать, ты меня мотивировал, да, снять вот этого все, да, я, хотел стать таким же известным блогером, как ты, как Хиза, да, в итоге вы известные блогеры, да, нет у нас, как сказать, единства нет у нас, да, если было бы единство, да, вот честно, вы могли бы, если ты хотел мне помочь, как бы, да, как ты говорил там на видео, да, ты бы реально что-то сделал бы, да, ты искал бы меня вообще не трудно было искать, сижу в тюрьме, как бы, да, ты мог бы выйти на моего адвоката, если ты сказал, что помочь, когда мужчина говорит что-то, да, он же должен, как бы, отвечать за свои слова. Тем более, если ты известный человек. Да, тем более, ты известный человек, который ты говорил, да, и люди начали говорить, а что там, Литвин помог, тебе деньги скинул, я выхожу, говорю, да не, мне ничего не скинул деньги, да ты гонишь, говоришь, мне не верят то, что он мне ничего не скинул. Короче, он просто перестал выйти на связь. Я это не знаю, потому что он же не со мной общался, опять же, он же общался с Рустамом. Я вообще не знаю, что было между ними. Может, он помог. Опять же, я же говорю, не знаю, может, он не помог, может, он реально... Ну, если бы он помог, мы бы об этом узнали, правда. А откуда? Я думаю, что он бы сказал об этом. Мне кажется, что он бы сказал об этом. Не знаю, если он не помог, тогда ты зачем засухарился, Литвин? Это же не по-пацански. Я моим мотиватором, который начал заниматься этим видосом. Тормози, да, Литвин.
Засухарился ты, сейчас мы с тобой скоро Еще ты не увидимся. ответил на вопрос, брат. Вот по поводу наших таджикских блогеров. Это наши ребята М5, Доди Худо. Кто там еще был? Сейчас я про них скажу. Рассказывай, брат. Да. Даже мне хочется им на таджикском сказать. Можно на таджикском? Лучше на русском. На русском, чтобы все понимали. Все, брат. базара нет. Короче, вот все братья, да, не то что блогеры, да, не то что блогеры, но от них вот эта помощь пошла, вот всем братьям, и таджикам, и узбекам, и киргизам, разницы нету, и русским, вот все, кто помогли мне, да, все, кто помогли, все, кто поддержали хотя бы словами, да, братцы, вам от души, как бы, да, это все было приятно мне, да, а то, что вот нашел, кто помог, как бы, да, конкретно кто помог. Деньгами. Именно вот, Ну, именно поднял не то, этот что- вопрос. Ну, поднял, Да, поднял этот поставил вопрос, карту, поставил там, переведите, карту. вот, призвал людей. Да. Этот, я тебе скажу, вот из первых Далик, это из первых, потому Да. что он же Он со твой мной был, брат, как он бы, был, он мой да. брат, он со мной был. Далик это все, собрал всех людей. Далик, М5, Парвиз, Акай Доди Худо, вот, брат, я тебя уважаю, потому что он, вот, молодежь, короче, он всегда поддерживает. Доди Худо, Фаридун Лайф, Шаватуба или Шаватюб, да. Шаватюб, это с моего Да, города. я знаю его. Он был и Тоже рэпером, брат, и да. блогером, да. Тоже брат, короче, да. Он и очень многие, да, я сейчас, честно, я могу их забывать. Если ты помнишь, ты можешь как бы добавить, потому что я реально могу забывать. Ну, Даже- я вот то, что тех, кто перечислил, я тоже мельком видел, что да, они были, но это круто, то, что они вот так призвали карту ставить, потому что это вот реально И поддержка. теперь другой момент. Когда вот это все делали, ну, в любом случае есть же какие-то гады, да, которые блокировали карту, хотели взломать карту, да, и карта где-то дней 15, короче, была заблокирована, и в итоге, ну, как-то Вот или ты может можешь не было, назвать или это- примерную сумму, которую собрали на Да, я точно даже могу сказать, Скажи. где-то 60 чем-то тысяч. 67 тысяч? Под То есть 70. хотя бы адвоката вы как-то это самое потянули этим Ну, деньгам? адвокат-то стоит нормально. Но опять же, да, от души говорю же, там дело не в деньгах, как бы, да. Я же говорю, я не в курсе был всего этого, да. Это Дали красавчик, он взял это все на себя, как бы, да, и он продвигал это. Опять же, хоть маленькая сумма, но для человека, который не богатый, а простой парень, как бы, тоже Да. помощь. Пока не забыл, вот адвокат, который был, тебе помогал, он чего добился? Вот у него результат, он брал какие-то деньги, да? Адвокат Я думаю, у меня что я бомбовый. нормально он сумму взял. Я адвокат, Чем он вот реально адвокат помог? у меня бомбу, вот чем он смог, тем он помог мне, да. Хотя это такое дело было, что адвокат особо ничем не смог помочь, потому что все явно, все как бы, да, все То есть видно, здесь- я сделал все на видео, как бы, да. Это, допустим, в основном люди берут адвоката, да, когда они не сделают, они хотят доказать, что они невиновны. А я виноват, как бы, да, я признал вину. Да, адвокат базара нет там, где какие-то там, как сказать, ну, вот это, да, законы, как бы, да, где, что я не знал, он вот это все в суде говорил, да, чтобы они знали какие-то вот это смягчающие, Но вот это это всё. помогло тебе сократить срок? Как думаешь? или нет? Думаю, да. Точно не могу сказать, думаю, да. Думаешь? Думаю, да. Хорошо, перейдем к другому вопросу. У меня вопрос. Я не, ну, так как ты там был, да, я думаю, что тебе как-то ты, наверное, интересовался. Тебя поддерживала именно наша власть, таджикская, как-то в этом плане помочь или нет? Нет, честно, нет. Не знаешь или Не, тебе- я знаю, ну чем, как вот сам подумай. То есть они не помогли ну, власть тебе- чем должен мне помочь? Вот сам подумай. Ну, да, ты гражданин Таджикистана, Ну, я гражданин совершил, Таджикистана, да, я как там преступник, ошибку, да, чё, каждый совершил преступник. ошибку здесь. Ну ты же это делал неумышленно, да? Ты же в любом случае Ну, это все делал равно, ты видишь, брат, я неумышленно. Я был бы рад, честно, я был бы рад, если бы они мне помогли, чем смогли. Ну, Но, ты- опять же, вы как-то обращались? обращ- посольство, я не знаю, Таджикистана. Консул вроде обращался, адвокат. И что они сказали? Ничего, игнор. Тупо просто игнор. То есть Ну, тебя не заметили или что? не было Просто ничего, Во я- всем семье это было. Опять же, освещено. я же говорю честно, как бы, да, я не говорю, что они такие плохие, они должны, они, вот, я так думаю, да, допустим, они ничем не должны мне помочь. Там нечем помочь. А так, Типа, я не знаю, ну, в виновен, общем, пускай сам разберется. ну, типа того. Ну, не было ничего, честно скажу, да, не то, что там я боюсь или еще что-то, да.
или я буду их Да критиковать. нет, дело не в страхе, брат. Да, мы, да, не, или мы же не критиковать. затрагиваем политику, да, мы не поэтому обсуждаем не, политику. ну, не было, ну, помощь не Да. было, если ты просишь, Да, ты если я про хочешь помощь, узнать, то что не помогли, было. не помогли, Не было, помогли. не было, Хорошо. не было. Надеюсь, Следующий- поможет. Помогут, Помогут, да, да, не помогут. знаю, в чем мы помогут. Ну, в любом случае, это наша родина, брат. Конечно. Мы любим, мы там выросли. Это Это даже... наша земля, да? Конечно. И мы никогда не должны стесняться говорить, мы таджики. Я таджик. Я да, никогда не стесняюсь. стесняюсь. Я всегда, короче, говорю, я таджик А всегда. вот что ты думаешь про Хотя- наших пацанов, которые они говорят, например, я кавказец, я дагестанец? Честно, не знаю, честно. Что Ну, ты думаешь про них? Почему они так делают? Блин, я таких... Почему они я, стесняются ну, я, вспоминать? честно, я пока не встретил таджика, который говорил, чтобы я не таджик. Такое я не встретил. Хотя я тебе даже клянусь скажу, я тебе клянусь Аллахом даже скажу, люди, которые меня видят, я честно тебе говорю, да, люди, которые меня видят, да, другие национальности, да, у меня акцент такой, чуть-чуть такой, Кавказский, да. чуть-чуть кавказский, потому что я, когда я приехал, когда в этом обществе в находишься, этом обществе я был, да. И очень много людей сами мне говорят, ты с Кавказа, брат, да, или там какие-то нации, да, я не буду говорить. И именно эти нации говорят, ты этот? Нет, говорю, брат, я таджик, говорю. Клянусь, говорю, я таджик. Да нет, говорят, ты шутишь? Я говорю, что, говорят, Ты не на веришь, дагестанца что ли? похож, кстати. Ну, так, они так и говорят, типа, дагестанцы. Я говорю, да не, я чистый таджик. Да. И, Да, брат, типа, мы- ты же светлый, самый интересный момент, ты же светлый. И чё, блин, говорю, таджики что, не бывают Ну, светлые? мне тоже что ли? говорят, что ты не- Так же, не блин, у похож на нас таджика. есть, я и начинаю, я патриот, как бы, меня это бесит. Я начинаю объяснять, короче, слушайте, я говорю, брат, таджики бывают и рыжие, и голубоглазые, и зеленоглазые. Двоюродный брат у меня рыжий, голубоглазый, да, я говорю, если ты моего брата увидишь, что сказать, чеченец, если он скажет, не, я таджик, да нет, ты не таджик, этот. Ну, видят, да, я не знаю, они... Не, это привыкли, мы не, Они- не затрагиваем тему нацизма, да? Не, Просто ну каждый да. человек Конечно, я не патриот, говорю, что да, да, каждый я человек патриот, я любит всегда говорю, что я свою таджик, как бы, нацию, да. и он горд тем, что он этой нации, например. Хотя Каждый- гордиться нельзя, но Не то, что гордиться, вот, я я не таджик, скрываю это, я всегда говорю, что я таджик. А гордиться нельзя, гордиться нельзя. да. Понял тебя, брат. Как ты, просто к тему блогерства, вот есть какие-то люди, которые ты сейчас за кем-то следишь, что вот недавно вышел, да, пранкеры, которых ты за кем следишь, тебе нравится, и как ты относишься, ты знаешь Займачо? Что за Такой молодой пацан, у него 500 тысяч подписчиков в Я Инстаграме даже- было, я- его заблокировали из Я Инстаграма. даже тебе так скажу, это вообще братишка наш, Зимачо. Он еще, я еще не знал, что он такой известный стал. Когда мы на авиапарке снимали видосы, с Даликом ходили, этот братишка всегда к нам приходил, там, брат, такой, братджон, Акаджон, такой хороший парень, да, он здоровался с нами, и он дальше своими делами занимался там, ну, с молодежью, да, а мы чуть-чуть, у нас другая эта суета была, как бы, да, у него другая суета. Подходил, здоровался, хороший парень, а то, что там, что он сделал, я еще не смотрел. А Но то, он что ты тоже- сказал, какие блогеры сейчас, да, тебе нравятся, да, честно, я уже не пранкеров смотрю, ничего, я еще только вышел, я Пока не успел. честно скажу, пока я искал работу. Что-то у меня не получается, но я искал работу. Как раз таки ты к этой теме сам пришел. Вот после этого я знаю, что у человека, у которого есть судимость, ему сложно найти работу. Вот с какими ты трудностями сейчас сталкиваешься? Я даже тебе так У тебя гражданство Таджикистана, ты судим. Даже я тебе так скажу, я тебя перебиваю, я тебе даже так скажу, что когда у меня еще судимости не было, да, с работой у меня всегда была проблема, как бы, да. Если ты подойдешь с таджикским паспортом, даже хоть и с патентом, да, какое-то заведение, да, заведение какое-то более-менее, как бы, да, ты хочешь там работать, гражданство какая? Хотя с патентом должны взять, например, да, гражданство какая, такая-то, патент. О, извините, мы не берем. Звоним, короче, любую работу, да, более такой подходящую, хорошую работу звоним, там по поводу там работы, как бы, да. Да, как вас зовут? Да, как вас зовут, короче, так и так. А гражданство у вас какая, как бы, да? Я говорю, я гражданин Таджикистана. Ой, извините, мы не берем, все, короче. Блин, спасибо, что ты сейчас как раз таки у меня недавно одна тема есть, вот эта похожая, да? Я гражданин России, московская прописка и так далее, да? Я ищу квартиру, брат. Я ищу квартиру уже 3 месяца. И каждый раз, когда я захожу на ЦИАН, у меня лишняя депрессия начинается. Знаешь почему? Славянская Потому что вечность. славянская вечность, Это только всё. русских. Это мы И все когда ты проходили. звонишь,
ты разговариваешь нормально, начинают спрашивать, как вас зовут? Ты говоришь, меня зовут Сухроб. Я знаю, что у меня необычное имя, да? Сухроб, русские многие, ну и в России не понимают имя Сухроб, для них это непривычно. И когда агент говорит, я говорю, меня зовут Сухроб, он говорит, а какая нация? Я говорю, я из Таджикистана, но проживаю более 10 лет в России, в Москве, работаю адекватно, нормально. Собственники не рассмотрят, бросают трубку. Блин, это так обидно. Это вот как раз таки момент, когда я хотел сказать, вот как быть вот в этом плане. Это очень обидно и неприятно, когда ты адекватный, нормальный человек, когда ты работаешь в хорошей работе, там, зарабатываешь деньги, ты платежеспособный, и можешь, ты там не живешь толпами, да? Ты живешь там со своей семьей, да? И вот такая ситуация, это очень, неприятно. Ну, это, знаешь, как найти хорошую квартиру? Как сказать, у них как стереотипы такое, знаешь, что-то такое, которое, да, когда-то кто-то, может, себя плохо вел, как бы, да, и вот они до сих пор думают, все такие, хотя, опять же, говорю же, да, блин, и у них же такие же есть, как бы, да, и похуже есть, допустим, да, и вот они, один там что-то плохое сделал, и все, под одним этим гребенком, короче, всех тоже, да, там, он таджик, все. Ну, да, это просто неприятно. Да, это неприятно, да. Когда тебя судят по какому-то человеку, который плохой, который когда-то что-то плохое сделал, и ты приходишь, ты адекватный парень, как бы, и тебя сажают. Да, не, все, ты таджик, расход, все дела. Это, конечно, бесит. Скажи, брат, кем ты себя видишь через 10 лет? Блин, я честно тебе говорю, как говорится, у нас, да... Немножко привстану. У нас, как говорится, пока, как говорится, даже я забыл это слово, такое бомбовое слово, да? Как я могу быть уверенным, сколько я доживу, до этого 10 лет доживу, но, я честно даже не думал. Хотелось бы как-то подняться, да, или на ютубе подняться, или там бизнес свой какой-то сделать, да, там, связан с продажами, как бы, да. Честно, я хочу как-то подняться, потому что надоело вот это все, да. Вот это мелочи работы, которой ты идешь, там, допустим, где-то кассиром работаешь, за 2000 и платишь, за квартиру, за патент, за этот, за тот, и в итоге домой, 20 тысяч тебя отправят, а там 5 детей, дома, плюс жена и все дела, и этими деньгами просто живешь. Ты здесь живешь, у тебя жизнь здесь идет, у них жизнь идет там, больше ничего нового. Ни что-то построишь, ни что-то по кайфу оденешься, как бы, да. Все на минималках, да. Поэтому хотелось бы через 10 лет, да, Аллах может... Скажи, знаешь, есть такая поговорка, смотри, брат, есть такая поговорка, то, что ты транслируешь во Вселенную, вот, например, если по религии взять, вот ты говоришь Аллаху, вот это я хочу, Аллах говорит, ты проси меня, то, чего хочешь, да? И есть такая еще поговорка, то, что ты транслируешь во Вселенную, это произойдет. Вот ты сейчас, представь через 10 лет, кто ты, на какой машине ездишь, где ты в Москве, ты в другом городе, ты в другой стране, в Таджикистане, вот материализируй свои мысли, брат. Я тебе так скажу, да, мы мусульмане, насчет Вселенной я буду молчать, потому что верующий не должен так говорить. Я верю в Аллаха, да, но я честно хочу, или, опять же, да, у меня два мечта, или стать известным блогером, не то, что ты известен, тебя знаю, да, и ты на этом не зарабатываешь. Какая известность нахер нужна, да. Вот, допустим, я вышел, меня все знают, да, но в итоге у меня самая маленькая аудитория, я вышел, там дети, там по 40, по 50, по 100 подписчиков, дети, которых мне пишут, я думаю, кто это, захожу, блогер, Акаджон, все, братишка, салам алейкум, там, все дела, освободился от души, да, и думаю, кто этот, откуда, как он поднялся. И такой думаешь, да, здесь зачем, да, если известно, чтобы аудитория была большая, чтобы я смог зарабатывать с этого, да. То есть монетизировать. Да, чтобы я смог с этого зарабатывать, не то, что, я хожу, делаю, да, в итоге никакой копейки, да, и не работаю, да, и ничего. А если это не получится с этим, да, и дай Аллах, да, я еще раз прошу Всевышнего, хочу стать бизнесменом, да, я чувствую, пацан, может, иншалла у меня получится, через 10 лет, посмотришь видео, да, я только буду смотреть это видео, я уже бизнесмен где-то сижу и смотрю видео, да, вот 10 лет назад, я мечтал стать бизнесменом. Каким именно бизнесом?
блин, вот я сейчас в Садоводе часто хожу, как бы, да, вот 3-4 дня хожу, и люди вещами занимаются, продажами, да, у них хорошо получается, да, все на шалах, все на тачках, да. И, блин, я бы хотел, и недавно еще у Дилова Рака, у него канал на ютубе, как называется, не знаю, я смотрел дефильм одного брата, как его звали, Абдурахим Гарми или, ну в общем там Гарми, а имя не помню, да, он рассказывал то, что он когда-то работал в рынке, да, а потом начали вместо рынка начали построить, короче, торговый центр, и этих бедолаг, короче, оттуда выгнали, им не дали, в торговом центре им не дали место, да, и он как, я что-то точно не помню, он через 10 лет, через 5 лет, короче, пришел, этого торгового центра полностью купил. Ты представляешь, человек, которого выгнали, человек, который не дали магазинчика, да, чтобы бедолага, да, он там в таком маленьком магазине работал, да, какие-то копейки свои зарабатывал, семью помогал, тут его выгоняют, короче, и он остается на улице, да, как он сам рассказывал, он там думал и плакал, как бы, да, хотя мужчина, как бы, да, плакал. Это, ну прикинь, как можно заделать человека, как выкладываешь полностью. Да, туда, да, как человека, короче, огорчать, чтобы он пошел, об этом думал и плакал. И в итоге встал как мужчина, короче, пошел, работал дальше, не знаю, где работал, но, в общем, где-то работал и пришел, этот торговый центр купил. Дай Аллах ему здоровья, да. Круто. И может, у меня так же будет. Главное, чтобы такие люди тебя мотивировали. Вот, да, и ты начал заниматься именно делом, потому что одно дело это говорить, брат, ты знаешь, другое дело это делать. Да, харакат. Да. И ты сейчас как раз-таки рассказывал про блогерство. Скажи мне, брат, будут ли у тебя дальше какие-то пранки? Не, насчет пранков, честно, пока что я не знаю. Я, честно, она рискованная, пранки снять рискованно, тем более я не гражданин России, как бы, да. И до этого я... Здесь жить дальше? Ну, жить хочется и здесь, как бы, да, потому что здесь, в основном, здесь зарабатываешь, как бы, помогаешь семью, там, я здесь живу. Ну, мне не хотелось бы, вот, честно, не хочу, как бы, да, я один раз сидел, как бы, больше не будешь заниматься. Из-за такой фигни, нет, конечно. Не, я в какой сфере блогерства хотел бы заниматься? Опять же, у меня, я же снимал соцопросы, у меня, ну, блин, я не знаю, я, опять же говорю, я живой человек, такой, знаешь, на позитиве подошел, да, там, вопрос свой задал, короче, и тот человек, который на вопросы отвечает, он там веселится, ха-ха, хи-хи-ху-ху, ответил, и я довольный, короче, да, и у меня аудитория на этом поднималась, как бы, да, если видели видео, где я подхожу к гражданам России, как бы, и у них я интересуюсь, как вы относитесь к таджикам, да, это первый человек, который я снял это видео, и этот видео на ютубе, как бы, да, более миллионов просмотров, как бы. И вот это, от этого я поднялся нормально, как бы, да, соцопрос, хотя там ничего такого, не рискованно, да, ты никого не задеваешь, ты там не издеваешься. Тоже надо уметь это, ты знаешь, да? Ну, у меня, не знаю, у меня хорошо получалось, значит, с моим акцентом, дар. и с моим акцентом, и с моими ошибками, да, из русских, там, бывает же, о словах ошибаюсь, да, и некоторым людям это, наоборот, смешно. Многие думают, что это я специально делаю, хотя я не специально делаю, я реально ошибаюсь, да, русские слова, опять же, говорю же, многие слова, которые я их даже выговаривать не умею. И получается у меня как-то выходит, и люди смотрят, им смешно, им по кайфу, если им по кайфу, почему дальше не делают? И они довольны, и я доволен, как бы у меня аудитория растет, им по кайфу смотрят и веселятся, и все. Топ-5 таджикских рэперов, которых ты знаешь или слушаешь? Топ-5? Или топ-3 давай лучше. Не, давай топ-5. Хорошо, давай. Да даже пусть топ-5, топ-10 можно. Топ-10 много. Нет, давай топ-5. Прям лучше. Топ-5, конечно же, возьму. Ну, мне-то как бы, да, больше нравится Шон МС. Ну, больше нравится Шон МС. Но опять же, я ставлю, короче, Исмаила на первое. Знаешь, что мы с ним, у нас там был спор. Не, честно, я же сидел, даже не знаю, я же сидел. Это был в 2016 году. Может, да, я не знал, может, это. Когда я ему кинул вызов, что мы хотим батлиться и так далее. Ты не в курсе? Честно, нет. Ну ладно. Может, смотрел, может. А чем он тебе нравится? Теперь смотри, я сперва скажу, что он МС первый сказал, но на первый месяц ставим Исмаила. Это наш, он брат, он, ну, почему Исмаила, да? Шон МС, он лучше, как бы, да, в Таджикистане. Ну, я его считаю так. Он простой, как бы, да, он лучше в Таджикистане. Но я ставлю Исмаила на первом месте, так как он на русском тоже поет, и он, вот этот рэп Таджикистана, как бы, да, он показывал и в других странах, да, он приезжал, концерты давал в России, как бы, да, и на русском пел. И люди думали, таджик, красавчик, да. Вот. А сейчас ты следишь за ним?
Сейчас он вроде уже, я же сидел, я только вышел, я недавно в его инстаграм Брат, ты зашел. так говоришь, как будто ты 5 лет был там. Нет, ты Ну, конечно, года, да? От конечно. 2020 года. Вот последний- Тебе нравится его творчество сейчас? Нравится, нравится. Последнее его видео я смотрел, когда он читал рэп, вместе делали. Если я опять же могу ошибаться, он, Степа, Искандар. Ну, это давно было, это года 2-3 назад. по-моему. Вот это, да, последнее видео смотрел. Он Искандар и сейчас в втроем. этом, ты знаешь, да, в армии? Служит, да, Степа, служит. да. Искандар, он братишка мой. Приходил, арбузы мы ему давали. Так что это тормозит. Так, Мастер Исмайл, Шон МС. Смотри, Мастер Исмайл, Шон МС. Вот я отвечаю как бы, да, вот Барон, честно. Барон. Я это говорю не то, что там я типа что-то хочу от него. Ты Я- понимаешь, что сейчас я- другие, кроме таджиков, другие не понимают, о ком мы говорим? Не, Барон, как его? Ну, Барон. Не, я просто говорю, что эти... Ну, Барон, ну, Кроме кому наших интересно будет, вот из Барона, да? Таджикистана, многие СНГ не знают. Барона, знаешь, мне что нравится, да, из его рэпа, да? Бит тоже бомбу выбирает. И ритм, Он как- делает молодежные просто. и он ритм, как он поет, да? И о любви он не поет. Вот Но он что не поет, а любви тоже он поет. красиво делает. Я не знаю, о любви как бы я не слышал. Он раньше просто был андерграундом. Ну, мне он что-то нравится самое. больше, когда он о любви не поет. Ага. Больше То, что Шон молодежь. МС о любви поет. А ему идет. Ему. Хорошо, четвертый. Четвертый, Баха тоже. Бахаш, это что? Да, Баха тоже хорошо поет. Да, я Последний? тоже. Последний, четвертый, Степа. Пятый. Степа. Ну, Степа, да, Пятый, хорошо Степа. поет тоже. Может, кого-то Давай еще теперь забыл. 5 русских рэперов. 5 русских рэперов. Или зарубежных. Ну, вот. Нет, давай из русских возьмем. Давай. Из русских вот сейчас давно я уже, опять же, давно я не слышал. Моргенштерн. Моргенштерн. да. Опять же, я же говорю, я не люблю, я люблю вот больше такой, да, вот такая, вот это все, да. Музыка, бит, чтобы хороший был, качал, как бы, да. Мне Из-за нравится этого- Моргенштерн. Из-за этого выбираю, не из-за его текстов, да, которые он Тексты читает, я не- не ну, текст, мне кажется, да. я его чисто из-за его музончика, из-за как он ведет Какой он вайб делает, Да, да? в общем, короче, из этих российских я выбираю Моргенштерн. Моргенштерна, потом выбираю рэпер, да, рэпер. Опять же, Тимати, красавчик, да. Басту выбираю. Баста. АК-47, обожаю, 47, очень. крутой, да. 13-12 год часто я его слушал. Даже он с Бахой, короче, спел. Да, это, да, да. чуть- На таджикском языке. птицы улетают на юг, и такой звук, что тебя с собой зовут. И он все говорит, чё ты Баха, абача тоджикома, короче. В общем, АК-47 ты красавчик, АК-47 тоже. Еще 4, да, сказал? Кого Да, я сказал? пятый. Сказал Моргенштерн, Тимати, Баста, Баста, АК-47, АК-47, Гуф. Гуф. Да, может, кого-то забыл, Крутой, но если крутой пяти, да. подбор, Да, крутой Гуф. подбор. Да. И 5, округлим этот топ, 5 Зарубежных. крутых зарубежных. Ты слушаешь зарубежных? Да. Давай зарубежных рэперов. На первом месте, как всегда, Эминем. Даже Хотел сказать, Eminem. хоть давно он уже, он был как старый. Ему уже. 45 лет, он так Он стелит. вот сейчас что- даже новый его рэпы, да, красавчик, как бы Эминем, и этот, еще кто-то был, 50 Cent. 50 Cent. Мини-мен, короче, когда его стреляют, это реально его стреляют, как бы, да, это историю свою рассказывает, как бы, да, 50 Cent, Eminem, 50 Cent, Snoop Dogg, Snoop Dogg. да, Snoop Snoop Dogg, я его особо не знаю, как его зовут, Snoop Dogg, и еще этот, Дрейка слушаешь? Дрейк тоже, кстати, Дрейк тоже красавчик, да, он тоже красавчик, и вот этот 69, который у него, он такой, как это агрессия поет, короче, 6ix9ine. вот он, 6ix9ine. 6ix9ine, все, вот этот 5, 5. да. А ты этого помнишь? XXX Tentacion, которого Он же убили? умер, да? Он Да. тоже красавчик, он Хороший, тоже да? хорошо поет, он тоже, ну, Круто. такой он заряженный, как бы. Да, Тоже круто. да. Теперь перейдем к топ-5 блогеров. Давай начнем, на зарубежных не будем трогать, давай начнем с российских. Топ-5 российских блогеров. Который мне нравится, Те, да? которые тебе нравятся. Ну, про Литвина и Хиза ты сказал? Давай, Они входят в этот топ или не, нет? первый, вот я вам скажу, первый блогер, пранкер, который мне нравился, который я постоянно смотрел, Андрей Афонин. Если ты меня видишь, ты красавчик. Блин, он сумасшедший был, да? Мне не нравится нравился, он, да, но он как сумасшедший. он, короче, в тачках с девчонками, да, красавица держалась до конца. Все его выпуски я смотрел. Первый кто. Я Эдвард Билла уважаю, я его смотрю, часто смотрю, но он даже пытался хайпануть на его тему, когда его мукой, короче, насыпал.
в тот момент Эдвард Билла никто не знал, когда Андрей Афоня был То известен. есть Афоня? Берем Афоню, Хиза, Литфин, Эдвард Билл и Вджобыватель, очень хороший парень из Питера. А Вджобыватель, что-то такое, короче, с Питера, он тоже хорошие пранки снимает, но он такой, как сказать, не бешеный. Почти все пранкеры, да? Да, не бешеные пранки, как бы, да. И Стас Йорник, пускай будет шестым. Тоже хороший парень. Одно время он пытался бросать, как бы, да. Но я вышел, у него больше 1 миллиона. Поздравляю тебя. Хотел он бросать, как бы, он, да, блин, у меня не получается, не идет все дела, короче, хотел завязать. Я вышел, у него тоже хорошо получается. Очень смешной, да. И вот Стас Йорник шестым. А за таджикскими блогерами следишь? Или не особо? Честно, как бы, будем честны, как бы, да. Не особо. Вот, пранкеров, не-а. Честно, ну, не то, что я говорю, что у нас там что-то не так, это тот, ну, уровень, как бы, у нас другой. Из-за этого, чтобы подняться, да, ты если хочешь подняться, ты должен смотреть лучших, да, чтобы подняться. Из-за этого я часто смотрел эти блогеры, да. Но опять же, вот в Таджикистане я часто смотрел, опять же, того же, вот, Шалату. Даже недавно. Он сейчас вообще нет. Его нет сейчас, я не вижу вообще. Не, он все, он со мной. Не, его я в Ютубе не вижу просто. Он делает что-то? Он что-то снимает. Но он, когда... Но он в одно время хайпанул. Вот, из таджикских я смотрел, иногда я его пранки, да, его пранки смотрел из таджикских. И важный вопрос. Извини, что перебил. Как ты относишься к Казику, но он там вот сидит? Азик, да, братишка мой, хорошо отношусь к нему. Какой он? Он добрый, медведь, короче. Медведь, да? Да, подойди сюда, наш брат. Салам алейкум. Здоровый. Бык. Не, хватит. Рост у меня длинный стал. И барада интернет медит, хилом мекадма и каким урузяком борва хурде. Короче, когда я его видел, подойди сюда, подойди. Когда он там, ты же видишь его, вот. Когда я его всегда, короче, я видел его видосы, да, думал, что такое там. Думал, он маленький, короче. И первый раз приехал я в Москву и встретился с ним. Такой огромный, говорит, ты что в натуре, как медведь, короче. Братишка. Хороший парень. Все, красавцы, не надо снимать интервью. Спасибо. Молодой. И предпоследний вопрос. Я еще что хочу, как бы, да, еще хочу один этот. У меня есть еще такая мечта, я даже обещал, как бы, да, МС Фавик, да, М Фавик, да, он очень хороший парень. Я хочу с ним такой, типа как, ну, бит или ковер, что-то такое, короче. Ну, я не умею там рэп читать. Трек хочу трек, да, какой-нибудь трек. У нас, ты знаешь, что у нас есть клип и фит с М Фавиком? Не, я не смотрел, надо будет посмотреть. Я был в Таджикистане, он очень крутой парень. Он короче, вот на позитиве очень хороший парень, да, я бы хотел с ним, короче, что-то снять. И, опять же, ну, Барон мой со мной ничего не снимет, да, так с ним тоже хотел бы что-то снять. С Бароном? Да. Ну, рэп, я имею в виду рэп. Понял. Ну, короче, от тебя ждать какой-нибудь трек. А на русском будет или на таджикском? Я на русском буду читать. Он на таджикском, а я на русском. Круто. Но на русском, потому что у тебя ну, аудитория более такая слушать, да. смешанная. Да. И вопрос, скажи, брат, по какому ты принципу вообще живешь в этой жизни? Я так понял, по уличному, но какой у тебя принцип в этой жизни? По какому принципу? Кроме уличного, какие у тебя есть принципы важные какие-то? Вот что тебе в этой жизни важно? Каким надо быть человеком? Каким надо быть честным, да? Ну, в основном, опять же, да, если ты, жил как бы, как живут там пацаны с улицы, да, опять же, это первым делом быть честным, как бы, да. Ну, честным, как бы, да. Но ты понимаешь, что сейчас наше именно поколение молодое, вот про то, что ты говоришь, немножко другое. Вот говорят, многие говорят про улицу, а сами нифига не живут по законам улицы. Не знаю, вот честно говоря, я жил, опять же, я постоянно с пацанами, постоянно на улицах, это мне помогло, короче, в тюрьме. Я тебя клянусь, говорю, это мне помогло в тюрьме, потому что я знал, короче, что надо сказать, что не надо сказать. Некоторые люди, когда что-то говорят, даже не думают, да, там, не понимают, как бы. А я все знал, чтобы не задевать человека, да, как разговаривать с человеком, как вести себя, да. Там не то, что там пришел ха-ха-ху-ху и там оскорбят. А что ты скажешь людям, которые из себя строят уличного, а по факту балаболы?
Что я им могу сказать? У них, это, ну, они могут так играть, как бы, да, но они же далеко не пойдут. Один день, короче. Вот, а если они туда попадут, что с ними будет? Бля, отвечаю, я очень много таких видел, которые сразу сломались. Ну, сломались, да? опять же, сломались. Сломаться как? Сломались, Морально? они морально сломались, они сами себя теряли, бывало там. Хотели Ну так, скрываться. он там, мне кажется, истинное нутро человека выходит, да? Да, хотя, ну там сколько там уже не сможешь целую жизнь, как бы там год-два, допустим, вести себя такой образ. Ну не получится, брат. Это базар, я тебя увидел, допустим, да, из себя строю гангстера, допустим, да. Если мы там месяц будем жить, ты поймешь, кто я, допустим. Ну я, например, говорю. Важный момент, который сейчас мы перед последним вопросом скажем. Ребят, очень важный момент. Вот на следующий вопрос, который я ему задал, это очень крутой вопрос, он ответит у себя, вот здесь вот будет его Инстаграм. Обязательно, да, вот, подпишитесь на его Инстаграм, перейдите, он там ответит на этот вопрос. И подпишитесь, и на мой Инстаграм тоже вот здесь выйдет. Когда у тебя будет ближайший новый видос, неважно, вот это соцопрос будет или интервью, неважно, или трек, неважно. Вот у тебя есть канал тоже, да? На YouTube? И на YouTube, и в Инстаграме, Кара Пранк на английском. Кара Я уже снял, у меня уже 2 видосы, если что, братцы, у меня уже 2 видоса я снял. Можешь зайти и в YouTube, и в Инстаграм, как бы, да, посмотреть, там опять же он ссылку оставит или этот. Ну, ссылка в описании будет, да, обязательно. Сделай, да. И последний вопрос, который я задам, ты ответишь как раз-таки это у себя в Инстаграме. По-любому в Инстаграме Да? отвечу, да. В чем сила? Сила, братцы, я вам скажу, в чем сила. Вот зайдете ко мне в Инстаграм и там посмотрите, в чем сила. Там посмотрите, в чем сила. И потом скажете, это так или не так. И подпишитесь обязательно на канал Бабаянс Production. Мы будем интересные видосы тоже закидывать туда, с интервью с моим участием и с интересными людьми. Сегодняшний гость это Кара Пранк, который примерно больше плюс-минус года отсидел, да, из-за того, что сделал неудачный пранк. Я думаю, многие его знают. Поэтому обязательно подпишитесь. Go, 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 go. Спасибо за видос. Всех обняли, подняли, берегитесь.